Зимовка мелкого рогатого скота в Ингушетии идет успешно. В кошарах ГУП Орджоникидзе подготовили места для более 1000 овец. На свет появилось 50 ягнят. По расчетам фермеров, весенний приплод увеличит поголовье на 20%. Пока, благодаря теплой погоде, стадо пасется на пастбищах. Даже если установится минусовая температура, бояться нечего. На ферме заготовлен корм для скота. Из-за прошлогодней засухи погибло около 90% урожая кукурузы, но здешние фермеры успели вовремя отреагировать на капризы погоды и посадить яровой севец. Он богат всеми необходимыми для животных питательными веществами и витаминами. Корм хватает у нас. Но, естественно, для мелкорогатого скота, для коров, для бычков, конечно, сено нужна. Не всегда сила сможет ложить. Она кислая и, конечно, не едят 24 часа. Иногда солома, сено. Но хватает у нас, есть у нас. На этот год мы выдержим. ГУП Орджоникидзе начал развивать животноводство в 2021 году по поручению главы региона. Закупка мелкого рогатого скота происходила поэтапно, по 200-300 голов за сезон. Для разведения была выбрана порода чабан. При этом брали только молодняк. Он легче адаптируется к местному климату. В настоящее время ГУП самостоятельно разводит мелкий рогатый скот и успешно реализует мясо на местном рынке, удерживая цены ниже рыночных. Если сейчас животные пасутся на полях, то при морозах для них созданы все условия в кошарах. Хейда, я хаме, я их метиге, вейсик мороз, а я халахалт, таежи вот гуляют днем, а вечером, сама даже постоянно чё начали лду, а и дух кадр ардатха. Я сел дики огл, чё огл, жена дики от дерза, лазер лот. Да, у дух иногда мороз 2-3, бисен, до 10 градусов мороза, спокойно ардат негде. Кроме мелкого рогатого скота, в ГУПе Орджоникидзе также есть крупный рогатый скот, порядка 50 голов. Благодаря развитию животноводства в Ингушетии предприятия начали активно реализовывать мясо, увеличили выручку и обеспечили жителей качественными мясомолочными продуктами по доступным ценам. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.